Сегодня у нас урок номер 4. Рисунок гипсовой фигуры, греческой фигуры Антиноя. Прежде чем мы начнем рисование головы, мы должны также определить место стояния. Сегодня у нас урок будет рисунок головы с передней части фас. Рисунок фас — это как рисунок спереди мы рисуем. Значит, первоначально мы должны подготовить карандаши, как всегда, как по предыдущим занятиям. Карандаши должны быть у нас заточены, быть резинки, бумага, лист А3. Мы можем расположить, желательно расположить нужно у нас лист вертикально, вот таким образом. Прежде чем мы начинаем рисовать, определяем рисунок головы гипсовой фигуры Антиноя, мы должны убедиться, все расстояния. Также по предыдущим урокам у нас мы начинали урок рисунок по красной линии. Также тоненькими линиями определяем красную линию. Красная линия идет у нас. Вот таким образом. Можно разделить также лист пополам. Таким образом. То, что сидящий с местоположения видим каждый слушатель, ученик, студент, при рисовании мы должны рисуем, определяем общую высоту, делим части лица, анатомические части лица. Гипсовая голова, она состоит из 3 частей. 3 частей — это у нас голова сама. Голова состоит из лицевой части и черепной коробки. И шейная часть. Шейная часть и постамент. Мы должны определить, разделить лист бумаги на все определенные части. Первая часть у нас будет голова. Мы визуально на глаз делаем яйцевидный наброс, в виде наброска делаем рисунок круг. Таким образом определяем место шейной части и постамент. Где у нас располагается постамент? От угла стояния. Вот. Тут. Вот таким образом. При расположении рисунка мы должны определить, разделить голову гипсовой фигуры на 3 части. 3 части — это то, что лобная часть у нас идет, часть брови, носовая часть, ротовая часть и часть подбородка. Вот таким образом. Когда мы делаем засечку, в данный момент мы должны определить меридиан линии, направление наклонности головы. В данный момент голова Антиноя, она наклонена вниз. Мы строим меридиан линии. Меридиан линии вот таким образом. То, что у нас был урок, сегодня у нас рисунок передней части фас. Мы эту линию выравниваем. Небольшое делаем искажение, небольшое.
искажение делаем и начинаем рисовать брови, лицевая часть у нас. И шейная часть у нас идет. Вот таким образом. Шейная часть. У гипсовой фигуры имеется волосяной покров. При рисовании глаза у нас направления линий должны быть единые. Глаза должны быть на одном уровне. И переходим к ротовой части. Ротовой части. И вот у нас идет волосяной покров и идет рисовка волос. Начинаем рисовать шейную часть, и у нас идет губная часть. Анатомически любой человек, у него высота носа, длина носа определяется 3,5 раза, это как модуль считается. Вот, модуль от носа и до подбородка, от начала бровей, значит, 3,5 раза помещается длина носа любого человека. Соответственно, вот это расстояние у нас определяется. Вот, длина носа равна длине подбородка. И 3,5 раза должна вместиться в человеческую голову. Вот таким образом. После, когда мы определили высоту носа, расположение бровей, волосяной покров идет. Так, шея идет у нас.
по ходу действия мы должны корректировать рисунок. Линейное построение мы завершили. После этого мы начинаем третий этап рисунка. Это светотеневая часть. Светотеневая часть рисунка определяется от света, у нас падает от правой стороны направление луча света. Значит, левая часть стороны, она у нас в тени. Способом штриха мы усиливаем вот эту плоскость левой части лица, она вся в тени. Мы сверху вниз под 45 градусов способом штриха можем заштриховать. Вот таким путем. Слабым штрихом. Сюда входит и постамент гипсовой фигуры, также и шейная часть. Второй этап при построении тени у нас идет детальная светотеневая часть. Детальная это идет у нас, мы даем тень над под бровями идет тень у нас. И внутри глазного яблока, да, значит, у нас здесь походит. И тень от носовой переносицы у нас идет. У нас тень здесь идет. И тень падает губной части. Вот таким образом мы делаем. Также в гипсовой фигуре, то, что она сделана из гипса, мы не должны затемнять, сохранять свойства гипса. Использовать резинку и светлые части мы должны резинкой это все корректировать, высветлять. Нижняя часть она тоже идет у нас светотень. Вот таким образом. Судя по расположению рисунка, наш рисунок он не пересекает красной линии. По ходу действия мы делаем корректируем рисунок головы. В основном можно дать тонировку удаления волос. При завершении рисунка можно убрать с помощью резинки красные линии. Они нам не нужны. Это удаляется по ходу рисования. Спасибо за внимание. Сегодня был у нас 4-й урок рисунок передней части гипсовой головы, фас. Урок вел старший преподаватель кафедры архитектуры и дизайна Разаков Абдуманон Абсоломович.